Надеваем колокольчик. Тыра, готов? Вперед ищи. Команда «Ищи» для Торина словно сигнал старт для спортсмена. Собака делает рывок и приступает к поиску пострадавшего. Двигаясь зигзагообразно против ветра, пес пытается найти человека. Колокольчик позволяет нам слышать собаку, то есть примерно предполагать ее местонахождение. Десять минут, и Торин подает голос. Кинолог Надежда спешит на обозначенное место. Каждая, пусть и учебная находка ее собаки, несомненно, результат их совместного труда. Обнаружен пострадавший. Один. Как ваше состояние? Молодец, хорошо, браво. Собака залаяла, значит, найден человек живой. После этого кинолог смотрит, где это место, и потом уже туда приходит, если это завал, приходят спасатели, разбирают завал, достают пострадавшего. Если это лес, человеку нужна транспортировка, точно так же по рации вызываются дополнительные люди для оказания помощи в транспортировке пострадавшего. Качель, она должна быть более мягкая. То есть с более мягким падением, жесткое падение собаки неудобно. Сначала девушка была волонтером и добровольно выезжала на поиски потерявшихся. Теперь пополнила ряды сотрудников аварийно-спасательного отряда. Торин, иди сюда. Но в свободное время вместе со своим четвероногим другом она продолжает готовить добровольцев. Волонтерское движение существует у нас уже очень давно. Поскольку дело нужное и, так скажем, благородное, я считаю, что его нужно развивать, поддерживать. Я каждый выходной со своими волонтерами выезжаю, и мы проводим обязательно поисковые тренировки. В том числе, вот мы сейчас находимся в Новоалександровске на завалах. Здесь можно сымитировать поиск в техногенной среде. Это один из полигонов, где мы проводим тренировки. На самом деле тут все просто. Должно быть желание помогать людям, наличие собаки, и человеку должно быть больше 18 лет. То есть человек должен быть совершеннолетний. Одно из основных правил – это не агрессивные собаки, а все остальное мы смотрим уже на первом занятии. Врачи, преподаватели, менеджеры и программисты – люди разных профессий и возрастов со своими собаками, обычными домашними любимцами самых разных пород, выезжают на учебные поиски. Одно из моих личных стремлений, чтобы моя собака добилась успеха в поисках, приносила пользу людям. Теряются в лесу совершенно разные люди. Чаще всего это дети и пенсионеры, отправившиеся за грибами или ягодами. Но труднее всего даются детские поиски, говорит Надежда. Детские поиски, на которые мы выезжали, они все были завершены. И завершены были благополучно. Дети в основном возраст 5-10 лет. Это те дети, которые, допустим, выехали с родителями на природу за сборами ягод, грибов или просто отдохнуть. И пока родители отвлеклись на что-то, дети потихонечку ушли и потерялись. Мы никогда не обещаем, что мы найдем, просто говорим, что мы идем и будем стараться выполнить свою работу. Зона поиска – квадрат, территория ответственности каждого кинологического расчета. Кинолог должен быть уверен, что закрыл зону, что человека в этом квадрате нет. И ответственность за жизни, которые остались погребенные под завалами, лежит на кинологе. Доверие. Без него в работе кинолога нельзя, говорит Надежда. Нужно доверять собаке, иначе нет смысла с ней работать. Когда, допустим, собака лает на техногенном завале, ты должен быть уверен, что она лает именно там, где лежит человек. Собачий нос – самое совершенное устройство обнаружения людей. А еще уши, поскольку собака не только чует человека, но и слышит его дыхание и сердцебиение. Еще в советское время люди пытались изобрести аппарат, который будет имитировать собачий нос, но он так до сих пор и не изобретен. Не зря же у нас собаки применяются на таможнях и в любых поисковых операциях.
Искать людей в лесу и на техногенных завалах Надежде и Торину помогает специальное снаряжение. Навигационный ошейник с навигатором непосредственно для отслеживания местоположения собаки, он применяется в лесу. Это так называемая шлейка собаки, она необходима для подъема собаки где-то на высоту или спуска со скалы и так далее. Ну, рация, само собой, обязательно на любых поисках, фонарик тоже всегда должен быть. Также на техногенных завалах мы используем специальную обувь для собак, тапочки у нас имеются, контейнеры. Контейнеры нужны для того, чтобы положить сюда вкусняшки и раздать статистам. Когда собака найдет статистов, они будут ее поощрять. Ну, еще колокольчик. Когда на собаку одет колокольчик, он знает, что мы сейчас ищем. Когда колокольчика нет, мы просто гуляем и отдыхаем. А еще у поисковой собаки должна быть короткая шерсть. Иди сюда. Сядь. Любовь к животным у нее с детства. В частном доме, где родилась и выросла Надежда, держали сразу несколько собак. Уже тогда маленькая Надя пыталась дрессировать животных. Супер! Ай, молодец! Да, хорошо! Да, чини! Давай! Бег, прыжки, поиск предметов. Сегодня, чтобы быть в форме, Надежда и Торин тренируются по несколько часов в день. Обязательно у служебных собак каждый день проходят тренировки. Эти тренировки включают как и физические нагрузки, так и умственные, и тренировки по спецнаправлению. То есть в данном случае это именно поиск непосредственно. Летом эта собака плавает, плюс бег, зимой в основном бег. Любую собаку, независимо от ее породы, будь то тибетский мастиф или чихуахуа, можно научить всему. Но если собака труслива или агрессивна по отношению к людям, то толку от пса не будет. Собака – это не робот, это живое существо. Если собака именно болеет, то такую собаку ни в коем случае на работу она не берется. Ты ляг, пожалуйста. Такая собака отдыхает, лежит и восстанавливается. Если же собака просто решила повалять дурака и не идет работать, тут надо выяснять причину, почему это случилось. Для собаки поиск – это игра. Собаку нельзя научить, заставить именно искать. Собаку можно только научить через игру. Если собаке будет эта игра нравиться, она будет работать. Собаки, как дети, любовь и забота им просто необходимы. Торин не только послушно выполняет команды, но и любит поговорить с хозяйкой по душам. Мама. Скажи, дыра? Мама, да. Мама, скажи. Не ругайся, мама. Мама. Ай, ну-ка скажи, мама. 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 Поцелуй. Да. Это, наверное, собака полностью, как и я. Немножко сумасшедшая, всегда готовая к работе, очень резкий, очень быстрый. У него фактически нету серого, есть черное и белое. Одно целое, одна боевая единица. Они понимают друг друга без слов, с одного взгляда, с одного жеста, благодаря тайным знакам, известным только им. Мишень. Ай, супер! Ай, молодец! Да, хорошо! Ляг. Стыдно. Тихо, не зарубайся. Аварийно-спасательная служба, дежурный диспетчер Руднева. Скажите, когда вы обнаружили, что она потерялась? Назовите адрес. Очередная заявка на поиск, и Надежда с Торином спешат на выезд, зная, что их ждут, на них надеются и им доверяют нуждающиеся в помощи люди. Сюда. Ира, сюда. Еще подходи. Еще нет. Молодец.
Для меня это, наверное, жизнь. Это возможность помогать людям, и это важно. Я, наоборот, всегда прошу у шефа, если есть какой-то выезд, чтобы меня отправили или еще что-то. Я всегда говорю, что отправьте меня, пожалуйста, куда-нибудь. Я не хочу сидеть в кабинете. То есть это мое, и я хочу этим жить.